В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Более 2000 человек борются с природными пожарами в Якутии. Минздрав России обновил рекомендации по прививкам от COVID-19. В Якутске проходят соревнования по футболу в рамках Дальневосточной юношеской лиги. 181 лесной пожар действует на территории республики. Об этом в ходе брифинга оперативного штаба сообщил Дмитрий Садовников. За сутки огнеборцы ликвидировали 41 пожар, локализовано 14 и 52 тушатся. На месте работает 2108 людей и 262 единицы техники. 634 человека привлечено из Федерального резерва и 576 прибыли на территорию Якутии из других регионов. При этом, как подчеркнул первый заместитель председателя правительства, на особом контроле находятся лесные пожары у поселков Магарас, Кюэрелях и Ерт горного района. Была угроза участку населенного пункта Кентик в Верхневилюйском районе. Пожар, который пошел по верховому пожару, благодаря работе местного населения и пожарных служб, которые работали близ данного пожара, пожар остановлен. Накануне 3 самолета-амфибии Б-200 МЧС России работали в Нюрбинском и Сунтарском районах. 3 вертолета Ми-8 Минобороны Российской Федерации были задействованы на авиапатрулировании и переброске личного состава авиалесоохраны в Ленском, Нюрбинском и Алекминском районах. В целях профилактики и предупреждения пожаров в жилых помещениях МЧС рекомендуют установить автономный пожарный извещатель. Это устройство на начальной стадии возникновения пожара реагирует на дым и издает громкий звуковой сигнал, что позволяет обнаружить возгорание, когда потушить огонь можно подручными средствами, эвакуироваться из опасного помещения и тем самым спастись. Министерство здравоохранения России обновило временные методические рекомендации по вакцинации взрослых от коронавируса. Работодателям разрешили отстранять непривитых работников без сохранения зарплаты. Спутником ВИ рекомендуется вакцинировать всех пациентов с онкозаболеваниями, которые завершили лечение. Делать прививку тем, кто перенес инфекционное или неинфекционное заболевание, можно через 2-4 недели после выздоровления. Вакцинироваться эпивак-короной в Минздраве не рекомендуют при тяжелых формах аллергии, злокачественных опухолях и первичном иммунодефиците. В Якутии коронавирусом заболели 122 человека за сутки. В Якутске 63 случая, в Мирнинском районе 11, в Алданском и Нерынгринском районах по 7 заболевших. В Ленском районе 5, в Усть-Алданском 4, в Алайховском, Амгинском, Горном и Мкабяйском районах по 3 инфицированных. В Верхневилюйском, Верхоянском и Мегин-Кангаласском районах по 2, в Вилюйском, Жиганском, Момском, Намском, Алекминском, Хангаласском и Чурапчинском районах по 1 случаю. К другим темам. Более 5000 якутян нашли работу по проекту «Местные кадры в промышленности» за 6 месяцев этого года. Почти половина из них – молодежь до 35 лет, треть – вахтовики, свыше 1000 человек – сельские жители. В основном якутяне трудоустроились в предприятия промышленности, энергетики, транспорта и дорожного хозяйства. Напомню, проект заработал в 2017 году. На сегодняшний день в нем участвуют 43 компании. 7 дворовых территорий отремонтируют в поселке Серебряный Бор в Якутии. По плану будут обустроены внутриквартальные проезды, парковки, тротуары, детские площадки, установлены ограждения, а также планируется бетонирование дороги и укладка брусчатки на тротуарах. На сегодня закуплен необходимый материал, дорожники расчистили территорию, отсыпали щебень и установили бордюрный камень. Отмечается, что местные жители помогли убрать старые бесхозные машины, чтобы ускорить работу. Проблема неблагоустроенных дворов Серебряного Бора поднимается 4-й год, когда в 2017 году подрядчики не привели территорию в порядок после застройки. Глава Якутии Айсан Николаев после посещения поселка в этом году поручил выделить из бюджета республики 27 миллионов рублей на ремонт дворов.
Сроки проведения всероссийской переписи населения могут быть перенесены на 2 недели позже, на период с 15 октября по 14 ноября. Соответствующее решение обсуждалось на совещании по вопросам подготовки к проведению переписи, которое прошло в Координационном центре правительства России. Как показал анализ готовности инфраструктуры и персонала к проведению переписи, для ее организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации Единого дня голосования. Из нововведений самостоятельное заполнение электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ «Мои документы». А служащие Королевского двора Великобритании приступили к ежегодной переписи и маркировке лебедей на Темзе. Птицы считаются собственностью монарха. Традиция учета восходит к XII веку, рассказывает Сергей Берец. Экспедиция по переписи и учету лебедей на Темзе началась во вторник. Традиция зародилась в XII веке, когда эти птицы были объявлены королевской собственностью. Право на владение вместе с королевой Елизаветой II разделяют гильдии виноделов и красильщиков, чьи представители также участвуют в процедуре наряду с сотрудниками монаршего двора. В средние века лебеди считались деликатесом. Их подавали к столу на пирах, рассказывает королевский маркировщик Дэвид Барбер. Сегодня маркировка лебедей носит природоохранный и образовательный характер. Каждую семью, которую мы встречаем по пути, поднимаем из воды и выносим на берег. Взвешиваем птенцов, измеряем, проверяем, нет ли у них ран. Многие травмы от рыболовных снастей. Птицы часто запутываются в леске, мы их освобождаем. На лебедей нередко нападают собаки, а в последнее время все чаще двуногие. В этом году стрельба и загрязнение стали более серьезными проблемами, чем когда-либо прежде. Юнцы запросто покупают в магазинах пневматические ружья, идут на реку и видят большую белую мишень. Бах! Просто ужасно, но мы боремся с этим. В прошлом году перепись не проводилась из-за пандемии коронавируса. Как правило, она занимает 5 дней, но в этот раз сокращена до 3. Познакомиться с культурой народов Якутии можно в Санкт-Петербурге, на берегах Невы, в Российском этнографическом музее, одном из крупнейших в Европе, представлена якутская коллекция. В скором времени она станет частью грандиозной экспозиции, посвященной народам Севера, Сибири и Дальнего Востока. Такого масштабного проекта в России еще не было. О нем расскажет Максим Кардозу, который сумел побывать в секретных кладовых Российского этнографического музея. Невероятный мир истории целого континента через костюмы, украшения, предметы быта. Российский этнографический музей – это настоящий временной портал в прошлое, где можно познакомиться с культурой сотен народов Евразии. Отдельное место здесь уделено Якутии. Сегодня в витринах музея представлена лишь небольшая часть якутской коллекции. Например, все посетители могут увидеть вот эти нарты для собачьей упряжки, но в запасниках хранится более 4000 уникальных предметов, привезенных из нашей республики. Это и старинные серьги, одних чуронов 180 штук, и ювелирные украшения из серебра, а также уникальные старинные кожаные сосуды для кумыса. Первые предметы якутской культуры начали появляться в этнографическом музее еще в 1905 году. И с того времени коллекция только пополнялась. Это не просто представление якутов, да, их культуры, но и это возможность для посетителей музея, для экспертов увидеть вклад якутского народа в развитие культуры человечества. Двери этой специальной кладовой открываются не для всех. Здесь хранятся предметы из драгоценных камней и металлов. Экскурсоводы отмечают, что редких посетителей всегда поражает этот костюм якутской невесты и удивительное конское убранство. Интересны они и тем, что они действительно дорогие, украшенные серебром, в традиционной для якутов технике обработки серебра. Характерная работа по серебру, вот, которая здесь представлена, это именно якутская работа. То есть это не работа приезжих мастеров или там мастеров иных национальностей, это именно якутская работа по серебру. Вот такие вот прорезные пластины, которые имеют дополнение гравировкой. Есть вот чеканка или штамповка, которая здесь представлена. Все вот эти вот материалы, они сами по себе техники не оригинальные, но конкретные вот
сочетание материала, техники и вот какие-то эти изделия, они очень характерные якутские. Скоро эти уникальные экспонаты станут частью большой общей экспозиции, посвященной народам арктической зоны Сибири и Дальнего Востока. Уже отреставрированы помещения, готовятся интерактивные стенды. Специалисты дорабатывают концепцию. Это национальная серьезная задача, потому что такой огромной выставки в стране нет, которая бы представляла всю Сибирь, всю Арктику и Дальний Восток как единый регион. И это значимый такой национальный был проект, который позволил бы представить гуманитарное значение традиционной якутской культуры для развития нашей государственности. Работа над такой большой постоянной коллекцией – дело не быстрое. На планирование, проектирование и реализацию уйдет примерно 2 года. Но эксперты уже говорят, что эта арктическая экспозиция станет настоящей жемчужиной Российского этнографического музея. Максим Кардозо, Джо Березкин, Санкт-Петербург. Впервые в Якутске проходят соревнования по футболу в рамках Дальневосточной юношеской лиги. Играют команды «Арктика» города Якутска и «СКА» Хабаровска. Это 8-й этап соревнований. Ранее команда из Якутска уже побывала на состязаниях в Сахалине, Камчатке, Находке и Уссурийске. Подробнее расскажет наш корреспондент Саргалана Неустроева. Она на прямой связи с нами. Саргалана, тебе слово. Приветствую, Кристина. Соревнования проходят на стадионе Туймада. А между тем, Дальневосточная юношеская лига в этом году запустилась впервые. И впервые проходит в городе Якутске. Это действительно очень масштабное событие для Дальнего Востока. Моя коллега Кристина уже рассказала, где успела побывать наша якутская команда «Арктика». Но, к сожалению, сыграли ребята очень слабо. 1 победа, 1 ничья и 5 поражений. Что касается текущего матча, то счет открыли гости СКА Хабаровск. Игрок под номером 12 забил угловой гол. Лидирует также команда Хабаровск со счетом пока что 3-0. Подробнее же о ходе игры нам расскажет тренер Андрей Слепцов. Здравствуйте, Андрей Гаврилевич. Расскажите, пожалуйста, есть ли у нашей команды вообще какие-то шансы на победу и как они себя показали в этом матче? Ну, скажем так, мы, конечно, болеем за свою команду. Хорошо, что в этом году вообще впервые, да, в Дальнем Востоке детская футбольная лига началась. И наша команда участвует в этом проекте. И, ну, скажу так, наша команда показывает все, как она обучается играть в футбол, потому что наш регион, скажем, начинающий футбол, да, в детском и вообще в футболе. И скажу так вперед, что сейчас конец первого круга, и во втором круге, я думаю, наша команда окрепится и наберется опытом. И старший тренер Прокопий Федоров, их будем как бы сообща, и они будут набирать очки. Мы это хотим. Пожелаем удачи. Ну а в целом, как вы можете оценить якутский футбол и футбол на Дальнем Востоке? Как она показывает себя на Дальнем Востоке? Ну, как показывает сам турнир, 10 команд. Сейчас после первого круга выяснилось 5-6 сильных команд. И они, я думаю, поборются за медали, за путевку на участие в Россию, в финале России. А если оценивать именно якутский футбол? Есть ли у нас какие-то, может быть, сильные команды? Ну, скажем так, команда новая, но я думаю, есть несколько ребят хорошеньких, которые как бы лидеры команды. И я думаю, после этого сезона, в следующем году еще начнется, думаю, лига каких-то других помоложе возрастов. Но тогда футбол будет развиваться. Это же только начало. Это я имею в виду якутского футбола. Спасибо.
Ну а я также хочу добавить, что действительно нашей команде в этом матче уже не побороться за кубок. В турнирной таблице она на предпоследнем месте. СКА Хабаровск на 5-м. Ну, это не главное. Сейчас наша команда больше набирает опыта, набирает очков, каких-то умений. Будем желать им в дальнейшем успехов и, конечно же, горячо болеть. Ну а результаты матча будут известны чуть позже. До конца осталось где-то около получаса, минут 20. А к этому часу у меня все. Кристина. Спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Саргылана Неустроева. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. До встречи в эфире.